В эфире новости. Я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главном. Незаконную мастерскую по производству оружия раскрыли сотрудники ФСБ Якутии. Участники межрегионального трудового форума навестили ребят в детском реабилитационном центре. А языковой лагерь «Юность» в Мегино-Кангаласском районе посетил носитель языка. Подпольную мастерскую по ремонту и изготовлению средств поражения выявило управление ФСБ в Якутии. Местный житель занимался незаконным оборотом оружия в организованном им подпольном помещении. В ней он изготавливал огнестрельное оружие, газовые пистолеты, а также более 240 составных частей и боеприпасов различного калибра, в том числе нарезного. Сейчас подозреваемый проходит необходимые следственные процедуры, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения. Представители федеральных и региональных ведомств посетили Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Оно проходит в рамках регионального совещания по совершенствованию трудового законодательства, в ходе которого обсуждают основные изменения законодательства об охране труда и состоянии условий и охраны труда в организациях и предприятиях Дальневосточного федерального округа. Впечатления на самом деле колоссальные. Здесь современнейшее оборудование, здесь квалифицированный персонал, люди, которые действительно отдают всю душу детям, помогая им и социализироваться, и реабилитироваться, и жить нормальной жизнью в нашем обществе. Прием документов на очное отделение высших учебных заведений подходит к финишной прямой. Только в Якутскую сельхозакадемию на сегодня поступило около 2500 заявлений. Этим летом наиболее востребованными специальностями считаются агроинженерия, землеустройство, лесное дело. Также абитуриенты интересуются технологией продукции общественного питания и ландшафтной архитектурой. В этих направлениях на одно место поступило примерно 10 заявлений. Наиболее востребованные такие специальности, как агроинженерия, землеустройство и кадастр, технология продукции общественного питания, специальности нового факультета лесного комплекса, это лесное дело и лесозаготовки. Да? Большинство заявлений поступает по этим специальностям, но и по всем остальным тоже есть много заявлений. Продолжается прием заявлений на платной основе и на места по целевому приему за счет бюджета республики. Мирницам доставляет неудобства густая растительность. Водители жалуются на заросшие кусты, растущие вдоль дорог, из-за которых возникают слепые зоны и не видно знаков. Так ли это на самом деле или очередное оправдание нарушений ПДД, выясняла Марфирина Алексеева. Необходимо ли состричь газоны у дорог? Мнения о данной процедуре у мирнинцев расходятся. Одни понимают, что это необходимость, другие переживают. Внешний вид города пострадает. Однако более 80% опрашиваемых водителей категорически против густой зелени вдоль дорог. Мешают, особенно кусты под ними. Не столько деревья. Обрубите кусты, оставьте стволы, и будет видно пешеходов, детей. Особенно ярую такую львиную долю поколения, которое воткнуло наушники. Мало того, что оно ничего не видит в солнцезащитных очках, так оно еще ничего не слышит. А страдают от этого водители. Даже выехать элементарно на какой-то перекресток, нужна жирафья шея, чтобы ты что-то там увидел. Хотя можно опустить голову и посмотреть, что из-за кустов, которые мешают, хоть что-то будет видно. Вот примерно вот так вот. Выезжаешь со второстепенной дороги, то есть моменты, которые, кустарники выстричь. Пешеходные переходы тоже бывают такие, попадаются, что, допустим, едешь даже потихоньку, но дети все равно из-за кустарников, чуточку не видно. Вот особенно на выезде с перекрестка, где надо поворачивать, а просмотр дороги вообще закрыт. Бывает, вообще заросло все. Где-то хорошо, а где-то вообще все заросло. Приходится машину высовывать на полдороги, а едут, в смысле, что в притирку. За летний период инспекторами ГИБДД было выписано более 100 актов об устранении заросших кустов и других дорожных нарушений, выявленных вдоль дорог города Мирного. За невыполнение дорожных предписаний было оштрафовано 7 должностных лиц. По зеленым насаждениям в течение 2 дней организация должна принять меры. Предусмотрена административная ответственность по статье 12.34
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это штраф для должностных лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей и для юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей. За придорожные зоны на территории города отвечает Управление жилищных коммунальных услуг. Отдельно производится покос травы, потому что иногда трава вырастает по пояс, тоже мешает видимости. Это делают подрядчики, которые занимаются содержанием и обслуживанием тротуаров. Отдельно делается обрезка видимости дорожных знаков и светофорных объектов. И отдельно, дополнительно, это те поросли и заросли, которые у нас возникают на газонах, которые торчат на дорогу, там, закрывают перекрестки, видимость. Но это уже при наличии финансовых средств по отдельному договору или контракту происходит. Со слов служб, отвечающих за обрезку кустов у дорог, за летний сезон стрижка газонов реализуется 2 раза. Проведя опрос, объездив город и побеседовав с сотрудниками ГИБДД, можно сделать вывод – 2 раз недостаточно. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Сегодня в России отмечается День парашютного спорта. Хоть праздник и неофициальный, но 26 июля каждого года собирает советских и российских профессионалов и любителей парашютизма. Какие мероприятия организованы в столице региона, готов рассказать корреспондент Денис Тишин. Денис, приветствую. Что интересного происходит в эти минуты в Якутске в честь Дня парашютиста? Добрый день, Василий. В эти минуты в историческом парке «Россия. Моя история» проходит торжественное открытие выставки, посвященной Дню парашютиста. За моей спиной вы видите архивные фотографии, рассказывающие о становлении и развитии парашютизма в России и Якутии. Вообще сегодня программа мероприятия очень насыщенная. Здесь молодежи, подростки, взрослые люди с детьми приходят целыми семьями. Здесь сегодня будут проходить мастер-классы, как укладывать парашют, как прыгать с парашютом безопасно, проходить лекции на тему истории развития и становления парашютного спорта в России и Якутии. И через несколько минут на поле перед парком «Россия. Моя история» пройдут показательные выступления парашютистов из Федерации парашютного спорта Якутии и регионального отделения ДОСААФ. Денис, а много ли молодежи сейчас наблюдается возле стендов? Вызывает ли интерес в парашютный спорт у подрастающего поколения? Да, очень много людей собралось сегодня на это мероприятие в парке «Россия. Моя история». О мероприятии было известно заранее, поэтому сюда, как я уже говорил, пришли целыми семьями, очень много детей. Все, конечно, с нетерпением ждут главного мероприятия – это выступление парашютных групп, которое уже состоится совсем скоро. Ну что ж, Денис, спасибо. Мероприятие по парашютному спорту освещал наш корреспондент Денис Тишин. А мы двигаемся дальше. Вторая смена детского лагеря в Нерюнгринском технопарке стартовала на базе клуба программистов 1С. Ребята занимаются робототехникой, изучают основу программирования, веб-дизайна, учатся разрабатывать собственные сайты и создавать игры. В сентябре состоится официальное открытие клуба программистов для школьников с 7 по 10 классы. Занятия будут проходить по нескольким модулям, которые помогут освоить азы работы в активно развивающихся сферах и подготовиться к сдаче ЕГЭ. В будущем ученики клуба смогут показать свои навыки на чемпионате «Молодые профессионалы», в Всероссийском форуме научной молодежи «Шаги в будущее» и других конкурсах. Ребята прогрессируют ежедневно, то есть это программа построена так, что ребенок с самых азов начинает с каждым днем выполнять все более сложное программирование, то есть применяя полученные навыки на прошлом занятии и получая новые навыки на следующем. Получается. Ну и в итоге, соответственно, за 2 недели работы в лагере они получают навыки программирования. Тем временем в детском лагере «Энергетик» в столице сотрудники МЧС провели уроки на тему пожарной безопасности. Теорией все не ограничилось. Детей ждали комбинированные эстафеты, где они использовали противопожарную атрибутику на полосе препятствий. После веселых стартов участники направились на местную концертную площадку для выступления на противопожарную тематику.
свою работу целенаправленно ставим на то, чтобы, значит, с раннего детского, юношеского возраста, да, так скажем, чтобы это дети знали, как вести себя, как применять правила, да, пожарной безопасности в быту, где бы они ни находились, на отдыхе, на природе, дома, значит, как пользоваться электронагревательными приборами, что нельзя допускать, да, оставлять без присмотра электронагревательные приборы, где вести себя в лесу в том же, да, не разжигать костры, оставлять после себя соответствующий порядок и так далее и тому подобное. А языковой лагерь «Юность» в Мегино-Кангаласском районе посетил выходец из Африки и носитель английского языка. Как он оценил способности ребят к иностранным предметам, расскажет Зоя Герасимова. В этом году в лагере «Юность» в третьем сезоне приехал в гости родом из Южной Африки носитель английского языка Георг Эллов. Он обучал детей практике разговорной речи, были задания грамматики по английскому языку. Как отметил Георг Эллов, у школьников высокий уровень знаний, ребята мотивированные и заинтересованные. Что касается английского языка по республике, то я объездил 13 районов республики, и из района в район я езжу с одной целью – обучать детей английскому языку. Вот, например, я недавно приехал из Оленевского района, побывал в Гусалданском районе, сейчас собираюсь в Горный Улус. Что хочется сказать от себя, то я готов работать не только с учителями, но и не только с учениками, но и с учителями. Моя миссия состоит в том, чтобы дети знали английский. Дети – наше будущее, и мы должны отдавать им все свои усилия, чтобы они говорили на быстром английском языке. Проведена интересная неделя в лагере. Более 30 детей обучались английскому языку. Дети подготовили стенгазеты для улучшения словарного запаса. А авторская программа лагеря «Живой английский» помогает сформировать у детей позитивное отношение к языку благодаря интересным тематическим занятиям. Hello, we have an educational camp with the study of the English language. I love English. Проходит образовательный лагерь английского языка. Мы разделились на 3 отряда и показывали культуру и традиции других стран. Также в лагере провели спортивные и культурные мероприятия. В современном мире не обойтись без языковых навыков. В образовательном языковом летнем лагере «Юность» учащимся разбудили интерес и любовь к учебе. Зоя Герасимова, НВК «Саха», Мегино-Кангаласский улус. На этом пока все. До встречи в эфире.